Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня 3 ноября. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха минус 19, минус 30 градусов. Днем ожидается минус 12, минус 17 градусов. Заречье минус 24, минус 33 утром, ну а днем минус 17, минус 27 градусов. Южные улусы утром минус 23, минус 28, ну а днем минус 15, минус 18 градусов. Вилюйские улусы утром минус 12, минус 17, ну а днем минус 9, минус 13 градусов. Нижнеленские улусы минус 18, минус 23 утром и днем минус 17, минус 20 градусов. Западные улусы минус 9, минус 20 это утром и днем минус 5, минус 11 градусов. Колымо-Индигирские улусы минус 17, минус 28 утром и днем минус 18, минус 25. Янские улусы минус 21, минус 25 утром, а днем минус 20, минус 23. Северо-западные улусы минус 12, минус 15 утром и днем минус 12, минус 14 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 27 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 17, минус 19 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, я хочу передать слово моим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных новостях в стране и мире на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Согласно указу главы Якутии, в начале новой недели предприятия торговли, общепита и сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров были закрыты на дезинфекцию до 12 часов дня. С утра арендаторы в своих помещениях провели полный цикл генеральной уборки, протирали полки, дезинфицировали входные ручки и двери хлоросодержащими препаратами. Вместе с тем на дезинфекцию выходят и работники клининговой компании, которые дезинфицируют эскалаторы, лифты и входные двери. Раз в неделю также обрабатываются генератором холодного тумана вентиляционные системы. Ну, вообще дезинфекция, конечно, каждый день в обязательном порядке. И генеральная уборка раз в неделю, как положено, в понедельник до 12 часов. Что именно обрабатываете? Все поверхности. Большое внимание уделяется, конечно, тому, что покупатели трогают руками. Это тележки, корзинки, двери, кассовые зоны и вообще все остальное, конечно, тоже. А чем именно обрабатываете? Дехлор 0,015% раствор. В Якутии работодатели должны выполнять требования по обеспечению соблюдения самоизоляции. Они касаются работников, члены семей которых заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, контактировавших с больными COVID-19, работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Эти категории граждан должны уведомить работодателя любым доступным способом. Также обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до установления диагноза, но не более 14 календарных дней. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта. Движение судов будет осуществляться по маршруту Жатай-Тихтюр. Завершаются последние приготовления. Это обустройство причальных площадок и отсыпка песком подъездных путей. С понижением температуры и увеличением толщины льда на переправе будет задействован ледокол «Капитан Бородкин». Завершится паромная навигация в 20-х числах ноября. Цены у нас планируется подниматься с момента этого привлечения ледокола. Это как бы тариф устанавливается перевозчиком, лорпом. Это есть определенный тариф на перевозку и сопровождение ледокола. Это в ближайшее время должен быть установлен перевозчиком. Это на примере на индексации, с учетом индексации прошлых лет на уровне 2019 года будет установлен.
Также в ноябре в столичном микрорайоне Борисовка-1 введут в эксплуатацию 123-квартирный жилой дом для сирот и участников программы переселения из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили в Департаменте жилищных отношений. Вводимый дом малогабаритный, все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот. Еще 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилфонда, рассказал директор ДЖО Александр Наволоков. Тем временем более 300 безработных якутян обучат профессиям в строительной отрасли и дорожном хозяйстве регионам в режиме онлайн. Об этом сообщает служба занятости населения республики. К обучению уже приступили 154 человека по строительным профессиям: штукатура, каменщика, монтажника железобетонных конструкций. Они будут трудоустроены на нескольких объектах. Программу создали для восполнения потребностей в кадрах в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Всего на профобучение по 90 образовательным программам направили более 2000 человек. Отмечается, что особенно востребованы у граждан курсы предпринимательской деятельности для создания собственного дела. Порядка 140 миллионов рублей предусмотрено в этом году на поддержку частных детских садов региона. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Миноборнауки Якутии. В республике всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые занимаются присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста с охватом около 2800 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет более 500 малышей. А всего в регионе, по данным министерства, проживают более 100 тысяч детей в возрасте до 7 лет. СН Николаев объявил о начале фотоконкурса «Моя зимняя Якутия». Мероприятие проводится ежегодно. Для участия необходимо на своих страницах в соцсетях выкладывать красивые фотографии Якутии с хэштегом «Моя зимняя Якутия 2020». Также нужно дать краткое описание вашей фотоработы и отметить на фото официальную страницу конкурса «Моя зимняя Якутия 2020». Итоги подведут 1 декабря. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. Друзья, мы продолжаем эфир передачи «Новый день». И сейчас хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаете в следующем материале. Овны. Для вас этот день будет весьма плодотворным и интересным. В первой его половине может появиться возможность укрепить деловые отношения, а также произвести хорошее впечатление на влиятельных людей. Тельцы. Сегодня вам удастся найти ключ к решению многих проблем, причем не только своих, но и чужих. Возможно, урегулирование давних конфликтов. Не бойтесь брать на себя ответственность за принятие решений. Этот день подкинет ряд испытаний близнецам, возможные неприятности и досадные недоразумения, которые возникнут не по вашей вине. Не торопитесь принимать поступающие предложения, несмотря на их заманчивость. Ракам сегодня удастся достичь неплохих результатов в деле, которое окружающим кажется крайне сложным. Серьезное отношение к своим обязанностям поможет вам завоевать расположение руководства. Львы, вас могут ждать трудности. Достижение любого, даже самого скромного результата потребует немалых усилий. Доверьтесь собственному здравому смыслу и внутреннему голосу. Девы, сегодня вас могут расстроить неприятными новостями. Постарайтесь принять их по возможности спокойно, не впадая ни в панику, ни в уныние. Не предпринимайте необдуманных и поспешных решений. Весов ждет спокойный день. Возможность довести до конца давний проект и проверить работу, которая выполнялась кем-то по вашему поручению. Не торопите события и не подгоняйте союзников. Скорпионам придется отложить сразу несколько дел, которыми вы с удовольствием занялись бы именно сегодня. Вместе с этим сегодня вы не устанете, даже если будете работать допоздна. Стрельцам предстоит одержать очень важную победу. Не торопитесь отступать, если на вашем пути возникнет проблема. Вы можете добиться успеха как самостоятельно, так и вместе с кем-то.
Козероги в этот день смогут решить целый ряд важных проблем. С самого начала жестко обозначьте свои позиции и не позвольте окружающим оказывать на вас давление. Будьте готовы к спорам. Водолеи. Возможны неприятные известия. Постарайтесь сохранить спокойствие, ведь если вы дадите волю эмоциям, то не сможете принять правильное решение. Рыбы. День пройдет довольно приятно, хотя и не принесет никаких значительных событий. Не упустите возможность порадовать близких вам людей. Друзья, перед тем, как перейти к основным темам нашего сегодняшнего эфира, мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных, ну и, может быть, даже забавных новостей. Ну что ж, давайте начнем. В России названы самые перспективные профессии. В ближайшие 5 лет наибольшей популярностью у работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и биг-дата. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирного экономического форума под названием «Будущее рынка труда». Чуть реже российские компании заявляют о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. В десятку самых перспективных профессий также вошли интернет-маркетологи, администраторы баз данных и менеджеры по продаже услуг. Самыми важными качествами наемных работников компании называют аналитическое мышление, быструю обучаемость, умение решать проблемы комплексно, а также эмоциональный интеллект. Наименее востребованными среди работодателей, по данным доклада, стали сотрудники бухгалтерии, секретари и администраторы. Роспотребнадзор предупредил о том, что частое употребление орехов в больших количествах может негативно сказаться на здоровье. Как отмечают эксперты, есть орехи стоит 1-2 раза в неделю, небольшими порциями около 35 грамм. Дело в том, что орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям из-за сальмонеллы, кишечной палочки и плесени. Кроме того, орехи накапливают пестициды и радионуклиды. Эксперты советуют употреблять их с молочными или кисломолочными продуктами, молочными кашами и десертами, а также мясными блюдами. Приобретать орехи стоит в местах санкционированной торговли. Обратить внимание, при покупке нужно на срок годности, который обычно не превышает полугода. Хранить же орехи рекомендуют в герметичной таре в сухом месте. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся в эфир и продолжим обсуждать темы сегодняшнего выпуска. Я, как владелец салона, в первую очередь забочусь о здоровье своих клиентов и сотрудников, всегда выбирая качественные и достоверные методы диагностики. Именно поэтому такой важный анализ на COVID-19 я доверяю профессионалам своего дела Victory Clinic. Где купить качественную шубку по доступной цене? Конечно, на выставке продажи от кировской меховой компании «Королевская зима». Только отечественное производство. Огромный выбор, хорошие скидки. Ждем вас 2-3 ноября Нерюнги, ТЦ Айгуль, 4-5 ноября Алдан, ТЦ Практик. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. Утум Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания.
С вами вновь телепередача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. На днях правительство страны приняло решение продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Напомним, что по изначальному плану она должна была завершиться еще позавчера. О том, как эта программа будет работать дальше, мы обсудим со специалистом отдела управления недвижимостью и реализации программ Республиканского ипотечного агентства Айталиной Толбоновой. Айталина, доброе утро. Айталина, мы вас не слышим. Сейчас мы постараемся устранить технические неполадки. Как вы видите, дорогие друзья, пока что мы не слышим Айталину. Видеть-то мы прекрасно ее видим. Можно заметить, что она в хорошем настроении, но сейчас хоть и, конечно, немножко растеряна, да? Ну что ж, немножко еще подождем, друзья, постараемся. Может, вам стоит снять наушник, Айталина? Может, проблема заключается именно в подключении этих наушников. Попробуем через микрофон. Айталина, может, разъем вообще вытащить из телефона наушника и через микрофон телефона? Ну, по всей видимости, у нас проблема не устранилась, да? Должны мы говорить о продлении льготной ипотеки до середины 2021 года. И сейчас мы все еще в прямом эфире, дорогие друзья, стараемся устранить неполадку со звуком. Так, ну, конечно, мы жестами общаться не будем, так что, дорогие друзья, мы давайте сейчас пойдем далее. Спорт продолжает возвращаться к привычному режиму, а это значит, нам есть о чем вам рассказать. Как вы уже, наверное, догадались, дорогие друзья, мы сейчас перейдем к одной из наших постоянных рубрик, к обзору спортивных новостей. Давайте посмотрим. Футболисты московского ЦСКА в гостях одержали победу над волгоградским «Ротором» в матче 13-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник армейцев Алан Загоев. ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до 4 матчей. Команда вышла на первое место турнирной таблицы, набрав 28 очков. Следом идут петербургский «Зенит» и столичный «Спартак», у которых по 27 пунктов. Волгоградский клуб располагается на 15-й позиции, имея в активе 6 баллов. В следующем туре ЦСКА на своем поле примет Ростов. Игра пройдет 8 ноября. Ну а «Ротор» днем ранее в гостях сойдется с тульским «Арсеналом». Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Саннего в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования завершились в Вене. Российский теннисист выиграл со счетом 6-4, 6-4. Благодаря победе на этом турнире Рублев впервые в своей карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в середине ноября в Лондоне. В данный момент россиянин занимает 8-ю строчку в рейтинге ассоциации. Теперь в его активе 7 побед на стартах под эгидой данной организации. Его лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» остается выход в четвертьфинал. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе. Организация не будет спешить освобождать титул. Напомним, 24 октября Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона, победив американца Джастина Гейджи. После этого поединка россиянин заявил, что уходит из большого спорта. Сообщается, что президент UFC Дана Уайт считает, что Нурмагомедов вернется в бои с целью довести свою статистику до 30 побед. Напомним, в данный момент на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения. Перейдем к событиям нашего региона. Старшему тренеру сборной России по вольной борьбе якутянину Петру Юмшанову присвоено звание заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва. Как сообщает «Спорт Якутии», награждение прошло накануне в Кызыле в ходе Кубка министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по вольной и греко-римской борьбе. Награду якутскому специалисту вручил глава Республики Тыва Шалбан Караол. Людмила Пахомова завоевала 2 золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участниками которого стали более 70 человек, прошел в Брянске. Якутянка не нашла себе равных в пауэрлифтинге и жиме лежа. Отмечается, что Пахомова на этом чемпионате выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Якутяне стали обладателями 6 медалей чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с нарушением слуха. 2 награды высшего достоинства в копилку команды принесла Евдокия Катаргина, первенствовавшая в упражнениях МП-5 и МП-10. Также в ее активе бронза в дисциплине ПП-2. По одной золотой, серебряной и бронзовой награде завоевала Мария Егорова. Также сборная республики заняла 3-е место в командном первенстве, пустив вперед сборные Саратовской области и Республики Бурятия. Таковы главные спортивные новости к этому часу, дорогие друзья. И мне коллеги подсказывают о том, что все-таки связь у нас с Айталиной Толбоновой восстановлена. Напомню, мы с ней сейчас будем говорить о том, что правительство страны у нас приняло решение продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Ну что ж, Айталина, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот, теперь я слышу вас отлично. Ну что ж, давайте приступим, собственно, к нашему разговору. Айталина, расскажите, пожалуйста, что же позволяет эта программа льготного ипотечного кредитования и каковы ее преимущества? Льготная ипотека позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит на покупку строящейся недвижимости со ставкой 6,5% на весь срок кредитования. Да, ну вот, конечно же, мы можем, обязательно обязаны спросить насчет ограничений. Какие ограничения у нас существуют? Но по данному продукту идет ограничение по сумме кредита, то есть до 12 миллионов по Москве и Московской области, по Санкт-Петербургу и Ленинградским областям. По остальным регионам сумма до 6 миллионов. По данному продукту можно приобрести жилье на этапе строительства от застройщика по договорам долевого участия, по договорам переуступки права требования, а также можно купить жилье уже в сданном готовом доме от застройщика. Понятно. Вот, а что касается насчет банков, все ли банки участвуют в этой программе? Ну, по нашей республике практически все банки, ведущие банки уже работают по данному продукту. Однако весь список банков-участниц можно найти на сайте dom.rf. Весь список, то есть, можно увидеть на сайтах, дорогие друзья, запоминаем этот момент. А что же касается насчет документов, какие документы необходимо предоставить, чтобы получить кредит по этой программе? Ну, документы традиционно идет паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Ну, а также банки-участницы могут самостоятельно установить перечень документов. Опять же, перечень можно найти у кредитора. Айталина, ну вот мы говорим о том, что правительство страны приняло решение продлить эту программу. Вот она работала и до этого момента. Как же она себя проявила по сегодняшний день? Ну, по сегодняшний день в целом по стране идет положительная динамика в использовании данного продукта. Продукт оказался очень востребованным. И по нашей республике, к сожалению, я сейчас не могу вам озвучить статистику, но во всяком случае могу сказать, что в Республиканском ипотечном агентстве у нас уже есть люди, которые воспользовались данным продуктом. И данная программа только сейчас начинает набирать популярность в нашей республике. Поэтому так. Сказалась ли как-нибудь пандемия коронавирусной инфекции на статистику по тому, как получали люди займы по этой программе? Ну, банки и также наше агентство, мы не прекращали свою работу, мы работаем также удаленно. И на уровень выдач нас не особо так можно отметить, что повлияло. Понятно. Но у нас остается совсем немного времени. И напоследок, Айталина, расскажите, какие еще есть такие тонкости, которые было бы интересно знать нашим телезрителям? Может быть, такие, не хитрости, а лайфхаки, чтобы как-то облегчить себе процесс по получению займа по этой программе? Но хочется отметить, что есть в банках, в ряде банков специальные ипотечные программы, позволяющие людям с неподтвержденным уровнем дохода оформить ипотеку по 2 документам. Это паспорт и СНИЛС. Но там идет требование к первоначальному взносу
Там, ну, допустим, если у человека есть большая сумма первоначального взноса, банки могут одобрить ипотеку по 2 документам. Хорошо. Ну что ж, Айталина, благодарим вас за то, что нашли время и обсудили с нами эту тему. Желаем вам удачи в дальнейшей вашей работе. Напомним, что с нами на прямой связи по видеосвязи была у нас специалист отдела управления недвижимостью и реализации программ Республиканского ипотечного агентства Айталина Толбонова. Ну что ж, друзья, ну а мы идем далее. Каждые 2 года неработающий пенсионер вправе получить оплачиваемый проезд по России. Но, как известно, 2020 год внес коррективы в планы многих и многих людей. Можно ли будет воспользоваться этим правом в следующем году и что нужно будет сделать для этого? Смотрите в следующем материале. Есть пенсионеры, которые получили в начале этого года талоны для того, чтобы отдохнуть за пределами региона и не смогли улететь по эпидемиологической ситуации. К обязательному возврату они не подлежат. Но вам все-таки нужно уведомить пенсионный фонд о том, что вы этим талоном не воспользовались. Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Сегодня Национальная библиотека Республики Саха-Якутия примет участие в традиционной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Что из себя представляет данное мероприятие и какова программа, нам расскажет сотрудник Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, один из организаторов данного мероприятия, Галина Кутугутова. Галина, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот сегодня уже начинается, хоть и называется, да, «Ночь искусств», но, как я знаю, программа начнется вечером. Ну, уже начнется с 4 часов уже дня. Уже с 4? Да, поэтому будет насыщенно. И до 11 ночи мы будем проводить различные активности в онлайн-формате. И думаю, что нам и нашим читателям будет интересно. Ну, в связи, конечно, с сложившейся обстановкой, у нас, конечно же, все проходит в режиме онлайн, и мы говорим о том, что в 4 часа, значит, мы начинаем, и вплоть до 11 ночи, да? Да, это все будет двигаться и на разных площадках, так что мы не дадим отдохнуть нашим зрителям. Да, ну что ж, заявили, да, мы о том, что вот такая насыщенная программа. Что, собственно, в этой программе? Вообще, хотела сказать, что многие учреждения культуры республики, они сегодня готовят очень много активностей. Это театры будут показывать онлайн-спектакли, художественный музей там будет проводить онлайн-экскурсии и мастер-классы. Мы же традиционно делаем мероприятия не столько развлекательного характера, но познавательного. Поэтому наша «Ночь искусств», она начнется с исторической лекции «История Якутской крепости». Это совместное мероприятие с музеем Ярославского. А затем мы переметнемся немножко на другую платформу, и там у нас уже будет мастер-класс по леттерингу от дизайнера-художника. Тоже совместное мероприятие с музеем Ярославского. Люди с нуля будут делать такие красивые панно с красивой надписью, что очень модно сейчас, украшают интерьеры и так далее. Затем мы перейдем на мастер-класс по икре на хомусе. И несравненная Альбина Михайловна Дегтярева и Архан, она проведет на платформе Zoom для всех желающих. Уже подключилось около 30 участников, зарегистрировалось. И с нуля буквально, если у вас есть хомус, даже без хомуса на бумажечке можно записать, потом дома попробовать. Да? Параллельно у нас будет мастер-класс по выплавке этого самого хомуса от Романа Готовцева «Мындыр-Уз». Его мы будем показывать на платформе YouTube, на нашем канале. Помимо этого на телеканале «Якутия-24». Ну и завершит нашу ночь такая, встреча из мастерской художника-скульптора Николая Чачасова. То есть мы проникнем в святая святых, где творится искусство. Ну, то есть, действительно, такая обширная программа, насыщенная. Ну и, как вы отметили, да, то, что она нацелена не сколько вот развлекать, да, именно образовательный процесс очень важен для вас, как организаторов. Ну, когда вы составляли программу, вот по какому принципу вот вы подбирали вот людей, с которыми сотрудничать? Ну, вообще, традиционно мы всегда идем на такие дружеские, партнерские отношения. И, конечно же, в первую очередь, это же бесплатное мероприятие. И мы библиотека, мы все мероприятия делаем бесплатно, поэтому мы всегда идем на контакт с теми, кто готов делиться своими знаниями, умениями на такой бесплатной основе, а также готов отработать очень на высоком уровне и кто будет интересен нашим читателям.
Но мы знаем то, что вот Ночь искусств, да, у нас в республике проходит не первый раз. Вот когда и как у нас прошло это мероприятие вот впервые? Вообще, впервые Ночь искусств была инициирована Министерством культуры Российской Федерации, по-моему, в 2008 году. До этого были ежегодные акции, которые продолжаются до сих пор. Это Ночь музея и Библия-ночь. А Ночь искусств, она была задумана как объединение всех учреждений культуры России под одним девизом, слоганом «Искусство объединяет». То есть ко Дню народного единства, в преддверии Дня народного единства этот праздник проводится во всех регионах страны, на всех площадках и всегда что-то интересное за собой влечет. Ну, то есть, как я понимаю, вот участники, да, сегодняшней акции, то есть они будут не просто слушать, но и сами смогут вот принять участие именно вот практической точки зрения, да, то есть именно если кого-то интересует больше практика, нежели теория, вот на какую составляющую им стоит обратить большее внимание вот в программе? Но у нас до сих пор ведется регистрация на мастер-класс по леттерингу и мастер-класс по хамусу, поэтому можно позвонить спокойно на номер колл-центра нашей библиотеки 455-855 и записаться. То есть запись будет вестись до 4 часов дня. Успевайте. Ну, то есть до начала, собственно, самой программы, да? И, конечно же, у нас это все дело бесплатно. Конечно. Отлично. Ну что ж, мы говорим о том, что вот у нас сегодня стартует Ночь искусств, ожидается много людей. Вот в настоящий момент сколько у нас? Ну, вообще на каждую площадку, вот на мастер-классы по 30 человек записалось. Но YouTube охват, наверное, у нас будет большой, тем более это будет транслироваться на телеканале. Помимо этого, прямые эфиры нашей библиотеки всегда смотрят очень много народу. И со времен начала вот такого периода, да, сложного, когда библиотека перешла в онлайн, мы сейчас уже как-то перешли на такой спокойный темп работы, когда очень такие скрипты уже прописанные, готовые, да, поэтому уже без волнения мы будем проводить сегодня все в онлайн-формате. Ну что ж, Галина, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Надеемся, что действительно сегодня уже пройдет замечательная акция под названием «Ночь искусств». И я уверен, что все участники будут довольны. Дорогие телезрители, напоминаем о том, что в 4 часа начинается программа, и вплоть до 11 вечера вас ждет очень интересная программа, интересное мероприятие. Так, сейчас, дорогие друзья, мы прерываемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. С вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. И в следующем блоке мы будем говорить о месячнике регистрации домашних животных. У нас этот месячник объявлен с 19 октября по 20 ноября по указу
мэра нашего города. И нас с вами ждет очень интересная беседа. Но прежде чем приступить к этому диалогу, дорогие друзья, сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных событиях в стране и мире на сегодняшний день. Смотрим далее новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Согласно указу главы Якутии, в начале новой недели предприятия торговли, общепита и сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров были закрыты на дезинфекцию до 12 часов дня. С утра арендаторы в своих помещениях провели полный цикл генеральной уборки, протирали полки, дезинфицировали входные ручки и двери хлоросодержащими препаратами. Вместе с тем на дезинфекцию выходят и работники клининговой компании, которые дезинфицируют эскалаторы, лифты и входные двери. Раз в неделю также обрабатываются генератором холодного тумана вентиляционные системы. Вообще дезинфекция, конечно, каждый день в обязательном порядке. И генеральная уборка раз в неделю, как положено, в понедельник до 12 часов. Что именно обрабатываете? Все поверхности. Большое внимание уделяется, конечно, тому, что покупатели трогают руками. Это тележки, корзинки, двери, кассовые зоны и вообще все остальное, конечно, тоже. А чем именно обрабатываете? Хлор 0,015% раствор. В Якутии работодатели должны выполнять требования по обеспечению соблюдения самоизоляции. Они касаются работников, члены семей которых заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, контактировавших с больными COVID-19, работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Эти категории граждан должны уведомить работодателя любым доступным способом. Также обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до установления диагноза, но не более 14 календарных дней. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта. Движение судов будет осуществляться по маршруту Жатай-Кихтюр. Завершаются последние приготовления. Это обустройство причальных площадок и отсыпка песком подъездных путей. С понижением температуры и увеличением толщины льда на переправе будет задействован ледокол «Капитан Бородкин». Завершится паромная навигация в 20-х числах ноября. Цены у нас планируется подниматься с момента этого привлечения ледокола. Это как бы тариф устанавливается перевозчиком, лорпом. Это есть определенный тариф на перевозку и сопровождение ледокола. Это в ближайшее время должен быть установлен перевозчиком. Это на примере на индексации, с учетом индексации прошлых лет, на уровне 2019 года будет установлен. Также в ноябре в столичном микрорайоне Борисовка-1 введут в эксплуатацию 123-квартирный жилой дом для сирот и участников программы переселения из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили в Департаменте жилищных отношений. Вводимый дом малогабаритный, все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот. Еще 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилфонда, рассказал директор ДЖО Александр Новолоков. Тем временем более 300 безработных якутян обучат профессиям в строительной отрасли и дорожном хозяйстве региона в режиме онлайн. Об этом сообщает служба занятости населения республики. К обучению уже приступили 154 человека по строительным профессиям: штукатура, каменщика, монтажника железобетонных конструкций. Они будут трудоустроены на нескольких объектах. Программу создали для восполнения потребностей в кадрах в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Всего на профобучение по 90 образовательным программам направили более 2000 человек. Отмечается, что особенно востребованы у граждан курсы предпринимательской деятельности для создания собственного дела. Порядка 140 миллионов рублей предусмотрено в этом году на поддержку частных детских садов региона. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Миноборнауки Якутии. В республике всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые занимаются присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста с охватом около 2800 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет более 500 малышей. А всего в регионе, по данным министерства, проживают более 100 тысяч детей в возрасте
возрасте до 7 лет. Айсен Николаев объявил о начале фотоконкурса «Моя зимняя Якутия». Мероприятие проводится ежегодно. Для участия необходимо на своих страницах в соцсетях выкладывать красивые фотографии Якутии с хэштегом «Моя зимняя Якутия 2020». Также нужно дать краткое описание вашей фотоработы и отметить на фото официальную страницу конкурса «Моя зимняя Якутия 2020». Итоги подведут 1 декабря. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. С вами передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Ну и сейчас мы приступаем к теме, которую мы проанонсировали до новостного блока. Итак, с 19 октября по 20 ноября в Якутске у нас идет месячник регистрации домашних животных. Какие же мероприятия пройдут в рамках этого месячника, нам расскажет пресс-секретарь Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия Петр Немохов. Петр, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, вот какая же работа будет вестись, то есть, вернее, она уже ведется в рамках этого месячника? Да, в настоящее время начинается месячник по маркировке животных, то есть собаки и крупный рогатый скот. И по всем районам нашей республики ведется работа по маркированию, то есть маркирование